науки, образования, культуры, ветераны национального движения. Ну и по итогам собрания участники приняли резолюцию к президенту России и крымчанам. Обо всем этом более подробно поговорим с сопредседателем общественной организации «Крым-Берлиги» Общественного совета крымско-татарского народа Рустемом Немитулаевым. Рустем у нас в студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня. Спасибо. Сразу попрошу рассказать более подробно о данной инициативе, почему вы таким образом решили выразить поддержку Владимиру Путину. И такое решение, такая поддержка, как вы считаете, на что может повлиять? Ну, в первую очередь, почему у нас такая инициатива, она для нас не новая. То есть мы с 2014 года вообще поддерживаем политику нашего президента, да. То есть это тот человек, который в большой многонациональной стране, ему удалось объединить на сегодняшний день все народы, вне зависимости от этнического происхождения. Мы видим, что в Российской Федерации межнациональный мир, он есть, он присутствует, люди друг к другу относятся с уважением. Вот. А что касается кандидата Владимира Владимировича Путина и нашей резолюции по поводу того, что крымские татары поддержат его кандидатуру, и этим самым мы показали мировой общественности, мы показали крымским татарам, тем, которые живут не только в Крыму, да, то есть мы знаем, что наших соотечественников много проживает и в Турции, и в Румынии, и в Канаде, и в США, и на Украине, вот с нашим соседним государством, да. Вот. То есть мы еще раз показали, подчеркнули, что те немыслимые заявления, которые на сегодняшний день происходят извне, они не совпадают с реальностью, с действительностью, с той, которая на самом деле происходит на сегодняшний день с крымскими татарами, живущими в Крыму. Да. Что касается, опять же, кандидатуры, которую мы поддерживаем, да, Владимира Владимировича Путина, мы видим, что в украинскую бытность, когда крымские татары проживали в составе Украины, указ о реабилитации, которого крымские татары ждали порядка 70 лет, да, наши старики, наши бабушки, те, которые вернулись на свою историческую родину, так и не дождались от украинского государства. Первым делом, что сделал президент, это был указ от апреля месяца 2014 года, да, где были реабилитированы крымские татары, немцы, болгары, греки, армяне. Вот. Это первый посыл, который дал президент, как он смотрит вообще на крымско-татарский народ. Да, для нас это очень важно. Второе, что мы с вами увидели, это крымско-татарский язык. Он сегодня принят в ранг государственного языка, да, в Крыму, на уровне с русским языком, украинским, крымско-татарским. Это тоже очень большое дело, да. Можно многое говорить, что сделано на сегодняшний день государством под руководством нашего президента. Да, мы видим, у нас появился телеканал свой, да, который вещает 24 часа в сутки. Этого тоже не было в украинскую бытность. То есть мы видели, что крымско-татарский канал вещал на ГТРК в Крым в тот момент порядка 2 или 3 часов в сутки, да. То есть это тоже подход государства к сохранению культуры, да, к сохранению языка, идентичности крымских татар самих, как своей национальности у себя народа. Вот и многое-многое другое. Мы видим, школа построилась, да, под руководством, опять же, президента, и названа в честь Алимия Абдинанова, героя Советского Союза, да. То есть мы видим, школа Фонтанах, да, первый год работает, с сентября прошлого года, да, запустилась, выпустит уже в мае первых выпускников. Да, выпустит уже первых выпускников. Вот. То есть мы видим, что на сегодняшний день детские сады строятся, да, в поселках компактного проживания, школы строятся во многих районах. И многое-многое другое, что на сегодняшний день делается государством и президентов. Я вам говорю, лично за нашу национальность, за крымских татар, мы другого человека вообще не можем видеть. Да? То есть мы видим реальные шаги, которые сделаны за эти 4 года в сторону нашего народа. Рустем, раз уж заговорили мы про образование и языки, вот я не могу не отметить, очень свежая информация. В Крым доставлено 81 тысяча учебников на крымско-татарском языке. Об этом нам сообщает Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым. В течение 2017 года Министерство образования совместно с издательством «Просвещение» подготовили 36 наименований оригинальных учебных изданий по крымско-татарскому языку и крымско-татарской литературе для учащихся
1-9 классов. Общий тираж 81 328 экземпляров. На это было выделено из бюджета 50 миллионов рублей. Уже вот в этом месяце, совсем скоро, литература попадет в школы, и учащиеся, и учителя смогут свободно ей воспользоваться для того, чтобы обучать крымско-татарских детей родному языку. Насколько это важный шаг для обучения? Вот на ваш взгляд, действительно ли вопрос языковой, как нам постоянно на эту проблему пеняют из-за границы, из Украины, на сегодня, да, стоит важен? Ну, конечно, это очень важно. Вы поймите, для каждого народа, для каждого человека сохранять свою культуру, свой язык, да, это, мне кажется, первоочередная задача, которая стоит в каждой семье, да, чтобы ребенок рос в своей культуре, не забывал свои корни. А корни с чего начинаются? В первую очередь со своего языка, да. Что касается учебников, которые сегодня поступили, да, то есть это большое дело. Это, опять же, государство показывает, что оно большое внимание уделяет межнациональным вопросам, да. Опять же, повторюсь, в украинскую бытность крымские татары об этом мечтать не могли, да. То есть на сегодняшний день... Учебники за свой счет как-то издавались? Конечно, они издавались за свой счет, за счет там меценатов и так далее, да, но это не стояла государственная программа, да, то есть мы сегодня видим, что это идет на уровне государства. Вот. Еще раз показывает тем же нашим, да, соотечественникам, крымским татарам, что государство на сегодняшний день не разделяет на этносы и на национальность. Я считаю, что это очень важный шаг. Еще один правильный шаг. Рустем, вернемся еще к конференции, которая прошла. Хотела у вас спросить, какие еще вопросы поднимались для рассмотрения на конференции, о чем говорили и какие выдвигали предложения для того, чтобы уже на более серьезных площадках их обсуждать. Ну, в первую очередь, что мы обсуждали, что Крым-Барлиги, общественный совет крымско-татарского народа, да, в который входит порядка 25 общественно-политических организаций крымско-татарских, мы вышли с инициативой в преддверии выборов президентов лично кандидату Владимиру Владимировичу Путину предоставить наши региональные офисы в плане поддержки, да, агитационной поддержки. То есть это у нас Джанкойский район, Красногвардейский, это у нас с вами Бахчисарай, немаловажный тоже регион, да, это Симферополь, Симферопольский район, Белогорский район и Судак. Да, то есть нами было принято решение, резолюцию предоставить эти офисы в плане агитации. Я вам скажу так, что уже вчера начали люди бежать, да, и говорят, где мы можем, что мы можем, как мы можем помочь. То есть это большое... Подписи оставить. Да, и подписи оставить. И мы видим, что наши соотечественники, да, опять же, хотят активно принимать в этом участие. Нам не без разницы, да, там, вот самое главное, какой посыл мы хотели дать, и всем народам, живущим в Крыму, да, что крымские татары, живущие в Крыму, они борются за сохранение мира и стабильности у нас в регионе, да, чтобы некоторые головы, вы поймите, сегодня молодежь, она тоже в соцсетях сидит, да, и есть многие, которые зомбируют в неправильную сторону, да, тоже нашу молодежь. Мы видим, как извне пытаются расшатать через призму крымских татар и дестабилизировать ситуацию в Крыму, да. И в очередной раз мы показали, чтобы завтра не было мотивации, опять же, извне, да, что крымские татары, они не участвовали в событии номер 1 в государстве, это выборы президента. И, конечно, нам не безразлично, кто будет наш лидер. Да, мы определились. Наш лидер – это Владимир Владимирович Путин. Вот это был основной посыл, тот, который был принят у нас, да, на конференции. Да, помимо вот предвыборных вопросов, что-то еще обсуждалось? Помимо предвыборных, да, но это опять же, да, многие соотечественники на сегодняшний день, это вопрос со справками о реабилитации, к большому сожалению. Еще есть вопросы. Да, эти вопросы, они еще существуют. В какой-то мере где-то, может быть, пробуксовывают, они не проходят так, как хотелось бы это видеть. Но мы понимаем, что вопросов, да, как и в любом государстве, их уйма разных. Не все сразу получается. Это вопросы и земельные, да, это опять же вопрос о языках поднимался. Поднимался вопрос о строительстве соборной мечети, да, над которой опять же спекулировали и украинскую бытность, и пытались через это раскачать некие межнациональные там конфликты и так далее. Мы видим, она строится. Мы видим, что президент курирует этот вопрос, да, благодаря ему сегодня она тоже строится для всех мусульман и вообще для всех конфессий. Вот такими примерами, да, для всех национальностей это большой плюс.
реализации федеральной целевой программы начались работы на объекте культурного наследия Бахчисарайский ханский дворец. Сейчас там идут реставрационные работы. Не так давно совместно с крымско-татарскими старейшинами представители Министерства культуры республики и Генеральной подрядной организации проинспектировали ход выполнения работ. И все это было сделано из-за того, что в обществе появилось много вопросов и сфальсифицированных информационных потоков, которые, в общем-то, направлены на то, чтобы каким-то образом очернить процесс реставрации. Вот, в частности, Министерство культуры Украины вообще потребовало немедленно прекратить эти работы, на что наш глава Сергей Аксенов ответил обещанием пригласить представителей ведомства на экскурсию после завершения реставрационных работ. Я хотела спросить у вас, во-первых, ваше мнение по поводу реставрации такого культового, знакового объекта, и также обсуждали ли эту тему на вашей конференции? Конечно, обсуждали. Вы понимаете, я вам скажу так, даже мне вчера в Фейсбуке, в мессенджер пришло письмо от крымско-татарских дернеков, представителей, живущих в Турции, с этим вопросом по реставрации, вот опять же, Бахчисарайского, дворца. То есть это же культовое сооружение, оно не... Да, понятное дело, но в первую очередь имеет отношение к крымским татарам. Но и не только, ко всем жителям Крыма, ко всем гражданам Российской Федерации, то есть это история. Но если вообще вспомнить историю, то ко всему миру оно имеет отношение. Конечно, это исторический. Настолько важный исторический объект. И на сегодняшний день, понятное дело, им лишь бы был повод, почему-то в бытность, опять же, я повторяюсь, когда там текли крыши, то есть когда там падал потолок, никто на это не обращал внимания, и почему-то те, которые на сегодняшний день больше всего кричат, что там нарушаются какие-то исторические те самые, ценности, они молчали, когда это все просто разрушалось, когда, опять же, на сегодняшний день с федерального бюджета поступает финансирование на реставрацию культуры. Давайте напомним, 148 миллионов рублей выделено на первоочередные противоаварийные работы. Да. Но полная сумма не 148 миллионов, а 1 миллиард 600 миллионов рублей. Да. То есть это большая сумма. Это колоссальные деньги, понимаете, И опять же, нет, чтобы поддержать, и это вот, знаете, опять же происходит не от большого ума. Это чтобы опять внести смуту, в международное сообщество, куда хотите, но есть же очевидные вещи. И я считаю, что там не только должны старейшины прийти, туда все народы и общественники, у нас много национальностей живет. Сомневается. Да, не то, что даже сомневаются, они должны опять же дать свое опровержение, прийти посмотреть, увидеть своими глазами. У нас и немцы живут, и болгары, и греки, и евреи, и армяне, и украинцы. Пускай все. Вы видите, как информационная атака со стороны Украины мы с вами активная, понимаем, мы живем сегодня в мире информационной войны, понимаете? Такие интересные проекты, которые не существуют в реальности по реставрации Ханского дворца. Там есть и какие-то куполы, какие-то сооружения, которых на самом деле в природе не будет существовать. Опять же, понимаете, это бред, которому, к большому сожалению, многие на него поддаются, Как можно, по вашему мнению, противостоять? Противостоять информационно. Это все зависит, опять же, в первую очередь и от общественников. Я еще раз повторяюсь, все народы, живущие в Крыму, мы каждый вот такой социально важный объект для нашего государства, для крымчан, мы должны вместе кооперироваться и отстаивать свои права. И показывать международной общественности, это и обращения должны происходить не только от крымско-татарских общественников, от всех народов, И у нас много историков, то есть у нас много, научных этих самых, пускай защищают, пускай приходят, разъясняют. То есть мы должны информационно опережать. Вот первоочередная задача. Спасибо за ваше мнение. Еще одна тема, которую хотелось с вами обсудить. Во второй половине мая этого года на площадке Российского центра науки и культуры в Анкаре, в Турции, власти Республики Крым совместно с общественными организациями планируют провести Дни крымско-татарской культуры. Об этой инициативе рассказал вице-премьер Республики Крым Георгий Мурадов. Дни крымско-татарской культуры предполагают включить в себя фотовыставку о состоянии крымско-татарских святынь и памятников, круглый стол по деловому сотрудничеству, концерт с участием крымско-татарских исполнителей и творческих коллективов. Во-первых, будет ли ваша организация принимать участие в мероприятии? И, опять-таки, мнение важности его. Вот почему нам так важно соотечественникам в других странах говорить правду о себе и показывать это в том числе и фотоматериал. Конечно, это очень важно. Опять же, повторюсь, сегодня мир находится в информационном
художников, да, с выставками, там, наших общественников в Турецкую республику, да, мы покажем крымским татарам, проживающим в Турции, да, что крымско-татарский народ, он у себя на родине, он развивается. И он развивается при поддержке государства. Мы же понимаем, что Дни крымской татарской культуры в Турецкой республике, это в первую очередь идет при поддержке, да, республиканских властей и наших, образно говоря, государственных, да, аппаратов, то есть включая всю вертикаль. То есть это очень важно. Это, опять же, будет меньше мотивации рассказывать, да, что с крымскими татарами все печально и все плохо. То есть вот эти вот все каждые шаги, они только укрепляют взаимоотношения. Вы еще пока не думали, в каком формате тоже можете поучаствовать? Мы еще не думали, но мы этот вопрос обсуждали. Почему? Потому что в СМИ это появилось, я читал и в турецких СМИ это уже пошло. То есть уже и в Турции анонсируют, да? Конечно, уже анонсируют, и у них анонсируют это и в центральных СМИ, то есть печатных, да, везде. То есть, конечно, это большое событие, мы должны это делать обязательно, и мы будем участвовать. Ну, не только, хотя вот в Турции, мы знаем, большая диаспора живет, но и в других странах, и даже в других регионах, и в нашей стране, наверное, стоит такие мероприятия проводить. Конечно, стоит проводить, их надо проводить, но почему, наверное, определились в первую очередь в Турецкой республике? Почему? Потому что самая большая численность крымских татар, порядка 5 миллионов, сегодня проживает там. Понятное дело, это надо будет делать и в Румынии, и вот к нам обращаются наши соотечественники из Узбекистана, из Казахстана. Они все поддерживают, да, нашу политику, они все радуются и пишут нам сегодня, какие вы молодцы, что мы поддержали кандидатуру Владимира Владимировича Путина. У нас не все так плохо, оказывается, в Крыму, что да, вот крымские татары, мы показали еще раз мировой общественности, что все, что им дается извне, это неправда по ситуации, которая на сегодняшний день происходит с крымскими татарами у себя на родине. Рустам, и в завершении еще вопрос по работе с молодежью. С какими на сегодняшний день, на ваш взгляд, инструментами надо подходить к молодежи? Они у нас сейчас все грамотные, прогрессивные, они все пользователи интернета, социальных сетей, каких-то новомодных гаджетов. Вот как подойти так, чтобы и воспитание в правильном русле велось, и не навредить, наверное, и не навязывать вот такую активную воспитательную политику? Ну, вы знаете, у нас эта политика в организации обсуждается, и она на повестке дня вообще не снимается. Да. То есть нашим председателем Светомиром Немитулаевым постоянно, что у нас молодежь? Молодежь, еще раз молодежь. Что делаем мы? Да. Вот мы в конце 2017 года, в декабре, открыли спортзал в городе Симферополе, улица Кирова, 2, по греко-римской борьбе. Абсолютно бесплатно в 3 смены. Можете прийти посмотреть. Детишки со всех районов, и все идут, тренируются. Да, тренера работают. Полный зал работает, все 3 смены? Да, все 3 смены работают. Утренние, в обед и вечером. Дальше нами ведется строительство спортзала тоже в поселке Зуя. К нам обратились, мы его реконструируем, и тоже его... Мы планируем его где-то в конце января, в середине февраля тоже закончить. Да, к завершающему этапу подойти. Нами в свое время было трансфорсировано строительство большой спортивной школы по греко-римской борьбе, это в Судаке. То есть в первую очередь молодежь, да, приучение к спорту. Спорт, он человека дисциплинирует, да. То есть он ему дает понять, что слабого обижать на улице нельзя. То есть у него уже мозги заняты, они уже, ребята, между собой соревнуются. Они хотят попасть на соревнования, понимаете? То есть также хочу сказать, большое внимание этому уделяет президент Федерации греко-римской борьбы Джамал. То есть потом Рустам Ага Казаков, олимпийский чемпион. Да, вот мы скооперировались, и на сегодняшний день у нас первоочередная задача — это привлечь детей к спорту. Потом мы с 2014 по 2016 год отправляли, опять же, наших ребят. В основном это были крымские татары. За свои средства мы отправляли на военно-патриотические сборы в Татарстан. То есть это тоже немаловажно. И уже ребята, они приезжали с другим мышлением, вы понимаете, да? Они начинают понимать, что армия — это хорошо, что там есть дисциплина, что там есть какой-то порядок, да, что надо жить в постоянной конкуренции, да? Если ты лучше, тебя отметили. То есть это вызывает в первую очередь в молодом поколении
знаете, И энергию в нужное да, русло, самое главное. энергия в правильное русло направляется. Рустем, спасибо вам большое за то, что сегодня пришли к нам в студию. Благодарю вас за беседу. Сопредседатель общественной организации «Крым-Берлиги» и Общественного совета крымско-татарского народа Рустем Немитулаев был сегодня у нас в гостях. Благодарю за беседу. Вам спасибо. Спасибо.